Тогда Министерство обороны, это 2002 или 2003 год, проводило специально несколько пресс-туров и показывало журналистам огромные склады вооружения, которые у нас сконцентрированы как раз там под Шымкентом. И зачастую это вооружение устаревшее и морально, и физически. Зачастую это такие склады, просто огромные ямы в земле, накрытые сверху брезентом. И там мы удивились, нам показывали образцы вооружения и стрелкового, и боеприпасы, которые еще там с 50-х годов хранятся. Все намного хуже, чем было в советское время. Ну, объективные причины, это понятно. Так сказать, развал Советского Союза, перестали идти деньги на снабжение вот этой группировки войск, и, соответственно, пошел отток кадров. То есть многие офицеры кадровые были из России, Беларуси, Украины, и они поехали к себе по домам. В 90-е годы все благополучно разваливалось, благополучно разворовывалось и приходило в негодность, потому что, вот смотрите, я уже говорил тоже как-то у себя в своих передачах, что если самолет не летает, допустим, года 2, то это уже дрова, металлолом. И он, скорее всего, уже в воздух не поднимется, только если его не прогнать через завод.